Здравствуйте, уважаемые рыбы! Рада вас приветствовать. Это ваш расклад на 2021 год. На 12 сфер жизненных. Посмотрим, как будут события развиваться у вас в этом году. Все, что вас затронет, обязательно пишите в комментариях. Итак, ваша личность, ваши финансы, ваше окружение и контакты, недвижимость, дом, семья, личная жизнь, любовь, здоровье, работа, ваш партнер. Это кармическая ситуация на год, саморазвитие ваше, карьерные вопросы, ваше социальное положение и то, как вы себя чувствуете внутри, какие у вас переживания могут быть в течение года. Итак, у вас паж чаш выпадает в старт вашего года. Да, здесь на старт вашего года очень хорошая карта, которая говорит о том, что у вас может быть какая-то ситуация, что вы почувствуете себя моложе, вы почувствуете себя человеком, который попал, ну, скажем так, в сказку, да, то есть какая-то ваша задумка реализуется или какое-то желание, то, о чем вы давно мечтали, начинает реализовываться. Вы прямо вот в эпицентре таких событий счастливых находитесь. Это карта начала, когда действительно для вас новая жизнь какая-то начинается, новая любовь. Может быть, здесь какие-то известия приходят от важных для вас людей, которые вы очень ждете. Это может быть долгожданный ребенок. Это может быть, когда вам хочется себя реализовать как-то творчески, любимым делом заняться, это получается. И люди здесь могут такие же вокруг вас находиться, да, которые очень творческие, которые искренние, с открытой душой, которые тоже что-то начинают вместе с вами. В общем, очень такая хорошая карта для начала нового в вашей жизни, для новых встреч, для новой любви и для всего самого лучшего. Помощники могут у вас появиться, или вы сами будете чьим-то помощником. Может быть, посредничество между близкими людьми, да, то есть вы будете как посредник, может быть, кого-то мирить будете. В общем, год для вас действительно очень важный и открывает для вас новые перспективы. В финансах у вас старший аркан выпадает умеренность. То есть в финансах нужно быть сдержанными, не нужно тратить деньги на лишнее. И здесь нужно с осторожностью вкладывать деньги, с осторожностью начинать какие-то новые дела, потому что нужно, чтобы обязательно все было просчитано, да, вы должны точно понимать, что вы делаете. Вот для того, чтобы деньги сохранились, чтобы все было в порядке. В принципе, карта очень хорошая, она денежная как раз, она с Юпитером астрологически связана, но нужна здесь осторожность. Нужен такой очень трезвый расчет и взвешенность. Может быть, два каких-то источника дохода, которые дополняют друг друга. Или, допустим, вот у вас есть уже какие-то клиенты, вы добавляете какое-то новое дело, новое направление, и те же самые клиенты у вас подключаются, да, то есть та же самая клиентская база дает вам новый поток финансовый. Может быть такое. Но все, что угодно будет с деньгами. Все хорошо в этом году, лишь бы только вы были в таком умеренном и осторожном состоянии, не тратили лишнего. Может быть, здесь ситуация каких-то ограничений в плане поездок. Допустим, вы хотели потратить деньги на какое-нибудь путешествие, да, здесь вот тоже нужно очень взвешенно к этому подходить. Может быть, и не нужно в этом году. Давайте посмотрим на ваше окружение, на ваши контакты. Опять старший аркан императрица. В вашем окружении появятся люди очень влиятельные, которые могут вас чему-то научить или которые станут для вас примером. Может быть, это будут люди, которые захотят вас даже как-то контролировать, да, может быть, давить своим авторитетом. Но тогда вам придется, может быть, за себя постоять. Также карта говорит о том, что может быть в вашем окружении какой-то новый человек, который для вас станет чем-то, знаете, как
каким-то открытием, да, как будто бы он перед вами распахнет целый новый мир. И вы, может быть, даже вместе с этим человеком какое-то новое дело начнете. Может быть, себя реализовывать начнете, да, может быть, какое-то в финансах новое направление начнете. То есть что-то здесь такое будет благодаря вашему окружению меняться в вашей жизни. Очень влиятельные будут у вас близкие люди. Также здесь и обучение может быть. Это какой-то тренер, который дает вам возможность заработать, открыть себя, открыть какие-то свои таланты. Может быть и поездка, конечно, недалекая какая-то, да, связанная с обучением. Может быть какие-то траты на обучение тоже достаточно значимые. Так, теперь посмотрим другие сферы. Пятерка жезлов выпадает в ваш дом. Здесь в семье могут быть какие-то споры, ссоры, столкновения. Может быть между родителями и детьми, может быть между родителями тоже. Да? Здесь вот ситуация, когда новый человек, может быть, входит в жизнь, и все к этому привыкают. Может быть, допустим, ребенок появляется, и для всех это новый распорядок дня, новый режим, да, и нужно приспосабливаться, из-за этого тоже могут возникать какие-то сложности, трудности и, может быть, даже конфликты. Пятерка жезлов – это у нас, в принципе, карта обучения, да, когда мы учимся находить общий язык со своей семьей, со своими близкими. Или, допустим, много усилий уходит у вас на учебу и мало времени остается на семью. Или вы, допустим, с детьми заняты учебой, очень много времени на это уходит. В общем, вопросы образования, они тоже здесь как-то влияют на ваши взаимоотношения, на вашу семью. Если говорить о недвижимости, пятерка жезлов – это карта, когда есть какие-то ограничения в плане приобретения жилья для семьи. Ну, может быть, конечно, здесь и будет приобретено жилье, но с какими-то сложностями, трудностями, или, может быть, это старое какое-то жилье, то есть старого года постройки. Или, может быть, здесь от бабушек, дедушек переходит какое-то жилье, и вы должны здесь сделать ремонт, привести его в более такой современный вид. Может быть, даже что-то перестроить. Также здесь, знаете, карта, когда, может быть, вы на лето будете отправлять детей к бабушке, дедушке. Может быть, такая ситуация возникнет, что это будет необходимо сделать. Так, что еще здесь может быть? Ну, в принципе, если вы хотите взять какой-то кредит, ипотеку, то могут быть осложнения. Может быть, даже и получится одобрение, но будут какие-то задержки здесь. Ваша личная жизнь. В вашей личной жизни выпадает карта королевы мечей. Это значит, что вы будете делать какие-то решительные шаги вот в плане вашей личной жизни. Если у вас не было партнера, то вот есть возможность как раз встретить человека и даже выйти замуж или заключить брак. Может быть, это изменение в плане того, как мы сами к себе относимся. Да? Здесь, допустим, мы учимся любить себя, учимся относиться к себе с уважением, договариваться с собой, не давить на себя. Это тоже очень важно. Нужно любить себя, прежде чем мы сможем полюбить кого-то. И вот мы как раз этому учимся здесь. Какая еще здесь может быть ситуация с любовью? Да? Может быть, какой-то человек появится в вашей жизни, очень трудно с ним общаться. Может быть, он что-то не договаривает, или, может быть, допустим, в глаза говорит одно, а думает другое. Или, может быть, это человек, который очень умный, и вам по сравнению с ним как-то не очень комфортно. Да? Может быть, он как раз вот побуждает вас заняться собой, своим образованием, повышением уровня вашего профессионализма и так далее. Также здесь могут быть и ссоры какие-то, споры с теми людьми, которых мы любим. Причем какие-то принципиальные вещи здесь заставляют нас спорить.
Что еще может быть? Может быть ситуация, когда один из партнеров старается все время быть правым, или там все время учит, или как-то старается все время в свою пользу все обернуть. Ну, как немножко сложная такая ситуация в плане личных отношений, но в принципе эта карта, когда мы просто приспосабливаемся друг к другу, когда мы учимся договариваться, когда мы учимся нравится другому человеку, да, то есть бывает так, что хочется что-то сказать колкое, критическое, но мы понимаем, что это испортит наши отношения и отказываемся что-то здесь сказать негативное. То есть вот именно такой процесс будет происходить. Конечно, во время него могут быть разные там стычки, непонимания, но в общем завершится все очень даже хорошо. Вы начнете друг друга понимать, вы сможете договариваться, и вот как-то более открыто проявлять свои чувства будете. Холодность уйдет из отношений. Если это свое дело, да, вот это замечательно, да, для того, чтобы с кем-то начинать, вдвоем, в паре начинать дело свое. Допустим, есть человек, вы, допустим, творческий человек, а у вас есть рядом друг, товарищ, да, который вот может организовать все как-то, может вот правовую сторону обеспечить, продвижение обеспечить. И вот у вас может очень даже хорошо здесь получиться. Эта карта у нас для здоровья и для работы. Здесь 7 чаш выпадает. Это карта счастья, карта радости и удовлетворения. То есть ваша работа будет вас удовлетворять. Может быть, здесь вот по 7 чаш вы возвращаетесь на ту работу, на которой давно работали, или, может быть, о которой мечтали давно. Также 7 чаш может говорить о том, что у вас может возникнуть какая-то ситуация, связанная с новым договором. Ну, допустим, у вас есть договор на старой работе, и вы обязаны, допустим, там какое-то время отработать, а вам предлагают новую работу. И вот вы сможете найти такой выход, как отказаться от старых обязательств, да, и принять новые. То есть какой-то такой выход можете найти. С помощью специалиста, возможно, какого-то этот вопрос разрешится. Так, что еще здесь может быть? Здесь может быть ситуация с какими-то деньгами, с материальной ответственностью. Нужно быть очень осторожными, потому что здесь вот карта такая, что вот мы в таком радужном настроении, всем доверяем, а здесь может быть такое, что как-то нас могут обвести вокруг пальца, подставить и так далее. То есть нужно быть осторожными, потому что если вот материальная ответственность есть, то может и до суда дело дойти, будьте осторожны. Все контролируйте, все проверяйте, не расслабляйтесь слишком, не доверяйте лишнего. Особенно тем людям, с которыми вы давно знакомы. Вот именно они могут подвести. Если говорить о здоровье, могут всплывать заболевания, которые, знаете, где-то глубоко сидели, да. Это может быть психосоматические заболевания, это могут быть заболевания почек, мочевыводящих путей. Вот почему-то здесь у вас именно эти системы могут страдать в этом году. Будьте осторожны, берегите себя, свое здоровье. Может быть, нужно отдохнуть летом, на море поехать, да, потому что вот здесь вот как раз море у нас и отдых. Это для здоровья будет очень хорошо. Партнер. Партнер здесь паж мечей. Паж мечей – это карта, которая показывает, как мы приспосабливаемся друг к другу. Мы еще не умеем договариваться, мы еще не умеем правильно себя вести так, чтобы не ранить близкого человека. И вот такой год, когда мы приспосабливаемся. Может быть, конечно, мы уже давно вместе, но все-таки может быть какая-то перемена в жизни, да, и все заново приходится начинать, снова приспосабливаетесь к новым условиям. А также у нас паж мечей говорит о том, что ваш партнер может быть против обучения, или вы сами, допустим, можете быть против, чтобы учился ваш близкий человек.
Также здесь могут быть какие-то проблемы с детьми, да, то есть вмешиваются как-то в ваши отношения дети, или слишком много времени вы им уделяете, может быть, у них какие-то сложности, проблемы, и партнер недоволен, что мало времени вы ему уделяете. Также здесь может быть ситуация еще, как будто кто-то вмешивается в отношения. Допустим, появляется какой-то человек, который симпатизирует вот вашему партнеру или вам. И вот это может тоже какие-то ссоры, споры вызывать. В общем, какое-то неумелое поведение и неразумное поведение может мешать в данном случае. Если же это новые отношения, то это естественный процесс, и все тут закончится благополучно. Рядом здесь карта замечательная, это все разрешится, да, это просто временные какие-то трудности. Кармическая карта, старший аркан «Мир». Вот как раз для того, чтобы этот год пройти правильно, прожить, как судьба хочет, нужно учиться жить со всеми в мире, и с собой, конечно, тоже, да, нужно договариваться, нужно мириться, нужно прощать, нужно ставить какие-то общие цели, если вы в паре, это нужно ставить личные цели высокие для того, чтобы достигать их, реализовывать свой потенциал какой-то. И вообще здесь карта, которая говорит о том, что какой-то период большой-большой в вашей жизни заканчивается. И нужно подумать о том, как вы будете как бы новый период жизни жить, что вы будете делать, какие у вас цели, планы и задачи, куда вы стремитесь, куда вы хотите прийти. Вот эти все вопросы должны перед вами стоять. Желательно, конечно, это все записать, да, подумать хорошенечко над этими вопросами. А что еще здесь по карте «Мир»? Может быть какой-то кармический союз, кармическое какое-то объединение, брак. Это тоже вот как испытание вам по судьбе будет. А также может быть успех, может быть какая-то награда, которая приходит тоже вам вот по судьбе, заслуженно. В принципе, очень хороший год для рыб, но и сложный, потому что нужно как-то приспосабливаться. Немножко будет пугать будущее, но есть рядом люди, есть поддержка, есть те, которые направят, то есть все у вас здесь получится, все будет хорошо. И сама жизнь способствует тому, чтобы вы успеха добились, поэтому используйте все шансы. Судьба хочет, чтобы у вас был успех в этом году. Для саморазвития выпадает 9 мечей. Нужно успевать во многих направлениях сразу развиваться. Во-первых, где-то что-то было упущено, скорее всего, потому что 9 мечей – это карта большого периода, когда мы накопили какой-то опыт, что-то могли не доделать, какие-то ошибки совершить. Может быть, не с теми людьми общались, дружили, может быть, не тому доверяли. Все это нужно пересмотреть, и это и будет нашим саморазвитием. В общем, восполнить какие-то пробелы обязательно, потому что период заканчивается, нужно идти в новое. И нужно, чтобы были как бы почищены вот эти все хвосты, скажем так. 9 мечей. Какое-то освобождение для вас должно стать саморазвитием. Освобождение от ложных идей каких-то, неправильных представлений, освобождение от неправильных мыслей, от излишней суеты какой-то, освобождение от привязанности к чужому мнению. В общем, самая такая главная тема – это освобождение для вас в этом году от всего лишнего. Такая чистота, свежесть какая-то должна появиться в вашей жизни. В вашей карьере выпадает карта какого-то очень значимого, приятного предложения. Скорее всего, вам будет предложено повышение или должность какая-то, которая поможет вам полностью себя реализовать. Или это какой-то семейный бизнес, допустим, будет как ваша цель карьерная. Или здесь просто любимая работа, вы даже не работаете, да, когда вы работаете, вы не чувствуете, что работаете, настолько вам хорошо и приятно. Рыцарь чаш – это у нас карта знакомства, да, то есть, может быть, действительно будет какая-то встреча с человеком, который повлияет на вашу карьеру.
который станет, может быть, вашим партнером или поможет что-то понять очень важное, понять себя, может быть, понять свои желания, устремления и так далее. Или, может быть, то чувство, та любовь, которая приходит к вам, они вас толкают на развитие и в других сферах, в том числе и в карьере. Очень хорошая карта. А может быть, кстати, у вас здесь карьерные какие-то цели, планы, достижения помогают решать вопрос, связанный с недвижимостью, с семьей. Вот ваше положение в обществе очень крепко. Здесь карта жрица, а это значит, что ваше положение в обществе укрепляются, к вам относятся как к мудрому человеку, знающему, к которому можно обратиться за советом. В то же время вы человек строгий, вы соблюдаете какие-то нравственные принципы, и за это вас тоже уважают. А может быть, вы не должны слишком распространяться о себе среди своего окружения, среди людей, которых вы мало знаете. А побольше слушайте, да, и поменьше говорите. Или, может быть, вы можете здесь как учитель выступать, допустим, передавать какие-то знания какому-то количеству людей. Вы можете сами учиться, в принципе, в какой-то группе, получать, может быть, вторую какую-то профессию или осваивать возможность второго заработка. Но вас очень уважают здесь, у вас здесь действительно есть авторитет. Какое будет у вас настроение в течение года? Здесь паж Пентаклей выпадает. Вы будете чувствовать себя таким студентом, да, учеником, сколько бы вам ни было лет, вы будете чувствовать себя моложе, вы будете чувствовать, что ваша жизнь как будто бы заново начинается, да, вы вспомните те времена, когда вы действительно только-только начинали осваивать какую-то профессию, получать какой-то опыт, и это состояние, оно вернется к вам, вы будете чувствовать такой подъем, у вас будет все получаться, и это ощущение, что у меня в жизни еще много чего будет, я еще много чего добьюсь, оно будет сопровождать весь год. Это очень такое приятное ощущение, что я расту и что у меня вся жизнь впереди. Очень хорошее такое настроение. Друзья, желаю всем замечательного года. Пишите свои комментарии, пишите на мои контакты, если вы хотите для себя расклад годовой. Желаю вам отличного года, желаю, чтобы вы были здоровы, счастливы и чтобы в финансах у вас были обязательно улучшения. Всего вам доброго, до новых встреч!